Упрощенная система или увеличение сборов. Изменения в сфере налогообложения и имущества физических лиц вступили в силу. Теперь при расчете обязательных платежей будет учитываться кадастровая оценка объекта недвижимости. Какой категории они касаются и на какие льготы могут рассчитывать налогоплательщики, узнавала моя коллега Мадина Хадзеева. Вот за дом и за земельный участок, который, где я живу. За дом вы не оплачиваете, как пенсионер. Для За земельный участок тоже вы не оплачиваете, в котором вы проживаете. По улице Джабагиева, 41. Вот участок, который на Заканал, центральный округ, вот за этот участок надо будет оплатить. Платить все налоги ежегодно в первые месяцы Елизавета Плиева ввела в традицию. Тем более сейчас это сделать особого труда не составляет, говорит она. В каждой налоговой инспекции созданы необходимые условия. Я пришла, чтобы оплатить налоги за земельный участок свой. Вот какие-то удобства для вас здесь созданы? Есть удобство, что они сразу принимают, а хотят, вон здесь есть банкомат, где мы оплачиваем этот налог. Вообще все условия есть, никаких очередей нет, ничего. Совсем недавно в нашей стране стартовало нововведение для собственников квартир, домов, земельных участков и автомобилей. Теперь они будут получать налоговые уведомления в новом виде. Изменения в квитанции позволят отобразить перерасчет налога и суммы к доплате или уменьшению. Налогом на имущество физических лиц облагается жилая недвижимость, гаражи и машиноместа. Имущественные налоги – это налог на землю, на транспорт, на имущество, на дома, на квартиры. Транспортный налог взимается с лошадиной силы, а земельный исчисляется от кадастровой стоимости земельного участка, а также имущественный тоже от кадастровой стоимости земельного участка, имущества, то есть квартиры или дома. Вместо адреса налогоплательщика в квитанции указывается адрес для направления налогового уведомления или отметка о том, что оно передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Извещение должно прийти не позднее 30 рабочих дней. Срок уплаты по имущественным налогам 1 декабря. То есть на следующий день уже начинается пени в размере 1/300 ставки рефинансирования. Также сейчас действует принцип самоуведомления. То есть, даже если уведомление по какой-то причине человек не получил, он может сам уведомить инспекцию о том, что у него есть имущество, за которое следует уплатить налог. Мадина Хадзеева, Наитя Чоев, Исмаил Сагов, Вести Ингушетия.